إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Дорогие верующие, сегодня наша проповедь «Аль-Ухувату даи'а» – потерянное братство. Об этом, иншаллах, расскажем. «Ва акидату вала иль гаиба» – акида вероубеждения, причастности мусульман, которое должно быть к мусульманам. Мусульмане должны были причастны мусульманам. То есть любить мусульман ради Аллаха, его посланника, ради этой религии. «Акидату вала иль гаиба». Однако она у некоторых людей, быть может быть у большинства мусульман, которые относятся к исламу, потерянная гаиба. Но однако для того, чтобы мусульмане ее оживили, мусульмане напомнили себе, что это является великая победа. Великая победа какая? Любить ради Аллаха, дорогие верующие мусульман, которые любят Аллаха и его посланника. Любить их, дорогие верующие, это является одна из видов победы. Это высшая степень имана, любовь ради Аллаха и презрение ради Аллаха, дорогие верующие, называется любовь и непричастность. Посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, сообщил нам, дорогие верующие, «Бада аль-исламу гарибан». «Бада аль-исламу гарибан», он сказал, что ислам начался чуждым. «Васаяуду гарибан», сказал посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, как ислам начал чуждым, и также он вернется следующее поколение, когда придет после пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, чуждым оно вернется, сказал посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, «Кама бада». Как вначале было чуждость ислама, так же будет, сказал посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, чуждым. «Фатуба лил гураба». «Фатуба лил гураба», сказал посланник, саллаллаху алейхи ва саллям. Туба – это место в раю для чуждых людей, которые будут возвращаться к Аллаху и его посланнику, которые будут возвращаться и делать братство ради религии, ради Корана и Сунны, дорогие верующие. Будут они делать братство. Итак, этот хадис передал имам Муслим. Для чего мы рассказываем опять про братство? Мы говорили про нужде в братстве, а теперь мы рассказываем о потерянном братстве, дорогие верующие. Мы, как мусульмане, должны понимать, без братства не бывает общины. Даже кирпич на кирпич не положишь, здание не построишь, компанию не построишь, город не построишь, государство не построишь без братства. А виды братства бывают по-разному, дорогие верующие. Аллах упомянул в Коране про Гуд и его братьев, его народа имеется в виду. Бывает братство, Шуайб, его народ, его братство, то есть в своем нации имеется в виду. Братство по нации. А тут Аллах нам говорит, дорогие верующие, в этих местах говорится о нации, о народе говорится о их братстве. А Аллах говорит также, дорогие верующие, аятов Корана, о высшем братстве, лучшем братстве, великом братстве. Аллах субхану ва та'аля говорит в Коране. Фахаджату муслимин аль-йом. Итак, сегодня у мусульман ухуватуль имани даи'а, за то, что они потеряли братство, сильно они нуждаются в братстве. Для того, чтобы оживить наше вероубеждение, любить ради Аллаха. Валя аль-бара называется. Аль-гайбати отсутствует сегодня у многих мусульман. Не понимают они говорят, что мы являемся политиками. Но, быть может, ты горе-политик, ты не политик, быть может. Есть горе-политики, есть политики на самом-то деле, дорогие верующие, из мусульман. Итак, лильтизами биль-ухуват аль-иманiyya. Ла туданиха хаджатуль джиль аль-ауваль. То есть сегодняшнее братство не похоже тому братству, которое было во время пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, сподвижников. Но сегодня, если среди нас такие будут и есть, иншаллах, но их мало, когда их будет больше, когда они будут понимать ислам, как Хасан бин Али, радийаллаху анху, понял ислам правильно, как Муавия, радийаллаху анху, понял ислам правильно, чтобы не было фитны между мусульманами ради власти и ради шариата, установления законов Аллаха, и так они правили исламом, дорогие верующие. Али уступил, хоть он был
править 6 месяцев, он и правил, он уступил власть Муавию. Но какая там власть была? Шариатская, исламская, мусульманская, духовная власть там была. Они не поспорили между собой, и они просто уступили. Какая разница, кто из нас будет править по шариату? Главное, чтобы братство сохранить, уступил Хасан, ради Аллаху анху. И Муавия правил, дорогие верующие, верным руководством, исламом. Итак, вот тахкикуль мувалат ар-раббанiyya. Они, первое поколение правили, дорогие верующие, и понимали, что любовь ради Аллаха обязательно должна практиковаться, дорогие верующие. Они для нас являются примером, это общество. Это общество Хуляфа ар-Рашидин для нас является примером, дорогие верующие. Показали они, как должно быть. Лакад васафа Аллаху азза ва джалла му'минина би аннахум ихва. Аллах описывает верующих людей, что они братья. Не просто братья по родству, от матери и отца. Братья по вере. А представляете, если они от матери, от отца и матери мусульман, братья мусульмане, они еще не просто они одного рода, а братья ради Аллаха, и еще братья родные, тем более больше прав имеете. Тем более больше прав имеете, дорогие верующие. Аллах в Коране говорит: «Иннамаль му'минуна ихва». Аллах говорит в Коране: поистине верующие, которые практикуют законы Аллаха в Коране и Сунне, которые пришли, они являются братьями, высшие братья. Ихва, фааслиху байна ахавайкум. Аллах говорит, если есть испорченные отношения, то тогда исправьте его, говорит. Почему? Потому что пророки-сподвижники описываются как салаф юслихуна ма афсадан нас. Праведники наши, они исправляют себя, исправляют окружение наилучшим образом. Не стирает с лица земли, как сегодня некоторые демократические страны, с лица земли стирает народ геноцидом, истребляет города, села. Это называется у них демократия. У них есть, говорит, право. А за 23 года правления Мухаммада, саллаллаху салям, 1000 человек не было убито, дорогие верующие. Посланник, саллаллаху салям, сподвижники исправляли то, что разрушенное. Многобожие на единобожие, нововведение на сунну, харам на халяль, и люди жили в блаженстве. Даже не мусульмане переселялись к мусульманам жить, потому что там была безопасность. Там была безопасность во всех, как говорится, сферах. Имам Куртуби говорит в этом аяте: «Фаслиху байна ахавайкум». Если испортилось братство, не разрушайте до конца. Не разрушайте до конца, говорит Аллах. Исправьте. Ваттакуллах. Бойтесь Аллаха в исправлении братства. Ла'аллакум турхамун. Быть может, вы будете чего? Помилованы Аллахом. Имам Куртуби, объясняя этот аят, говорит: «Ай фиддини валь хурмати ла фин насаби». Субханаллах. И он объясняет в религии братству, запретности между нами, дорогие верующие, об этом, но не имеется в виду родстве. فَإِنَّ الْأُخُوَّةُ النَّسَبِ تَنْقَطِعُ بِمُخَالَفَةِ الدِّينِ. Если родстве братство, оно легко нарушается, легко разрушается родстве из-за каких-то, быть может, религиозных вопросов или, может быть, мирских. А религиозное братство, он понимает, мирское он должен ради Аллаха уступить. Вакарар Расул, саллаллаху салям, посланник Аллаха, саллаллаху салям, установил братство веры, дорогие верующие. В нескольких хадисах он перечисляет, что мусульманину нельзя оставлять мусульманина больше 3 дней, сказано. Итак, мусульмане, дорогие верующие, сторонятся, они не оставляют мусульман, дорогие верующие, больше 3 дней, как мы сказали. И мусульмане первого поколения, они оставили своих родных, они оставили свое имущество, свою родину, оставили Мекку, ища довольство Аллаха. Это называется хиджра, переселение. Их называют мухаджирами. А те, кто помогли им, их называют ансарами, помощниками этой религии. Сколько нуждается сегодня эта религия, дорогие верующие, мухаджирах.
которые также оставили запретное. И также сколько нуждается эта религия в помощникам мухаджирам этой религии. И Аллах в Коране сказал нам об этом, дорогие верующие. Сурат Аль-Хашр, 9 аяте. وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Те, которые оставили свое жилище, своих родных ради имана, ради этой веры. А вера требует что? Жертвы. Вера что требует? Жертвы, баракаллаху фикум, дорогие верующие. И дальше этих аятов, длинный аят, конечно, сокращусь. Итак, وَلَا يَجِدُونَ فِي أَنفُسِهِمْ حَاجَةً. После этого они находят притеснение в своих сердцах. «Мимма уту». То, что они дают своим братьям-мусульманам, ради братства делают подарки, ради братства, как говорится, помогают друг другу, дорогие верующие, ради того, чтобы эти братья были рядом с тобой. «Фи судурим хаджа мимма уту», Аллах сказал, того, что они дают. «Ую'thiruna аля анфусихим, валау кана бихим хасаса». «Ую'thiruna аля анфусихим». Они предпочитают над собой своих братьев. Они себе, быть может, не кушают, однако делятся своими братьями. «Валау кана бихим хасаса». Даже Аллах говорит, он сам нуждается, однако ради братства он жертвует. Как Хасан, ради Аллаху анху, он сам был прав править исламом по шариату, однако передал он Муавию, ради Аллаху анху, ради того, чтобы правил ислам. Правил ислам, почему? Если не будет силы мусульман, если они не будут едины, то у них не будет силы. Тогда они о чем говорили, баракаллаху фикум? О чем говорили? Не стоит нам спорить в этих вопросах власти, когда касается опасности, будет ли шариатская власть, будет ли у нас единство. Да, будет тогда, когда мы уступим ради Аллаха. Но когда у нас есть высокомеры, тираны, продажные, не будет, имеется в виду, дорогие верующие. Итак, وَمَيُّقَ شُحَّ نَفْسِهِ. Но однако, если он будет жадным за этот мир, он схватится, что будет? فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Они будут, на самом-то деле, в этом аяте Аллах говорит, тот, кто не даст сам себе и даст своему брату мусульманину, они будут преуспевшими, Аллах говорит этим аятом. А если противоположно, не будут преуспевшими, дорогие верующие. Что касается хадисов, очень много хадисов, где-то 13 доводов из хадисов приводим, то, что нарушает наше братство, дорогие верующие. Мы видим на улице, когда мы видим брата мусульманина на улице, ему нужна помощь мусульман, мусульмане не хотят обращать внимание вообще. Даже если, быть может, он молится с ним в мечети, не хотят обращать внимание. Мусульманин идет брать долг у мусульманина. У кого-то положение, состояние лучше, чем у другого. Он идет, долг у него берет, долг деньги. Итак, и он скрывается от него, не звонит ему, не звонит во время праздников, не просит прощения, что он не смог отдать за это время, обещанное время, наоборот, скрывается сегодня, когда берут долг деньги, верни долг обратно, чтобы завтра этот, который тебе дал долг деньги, чтобы завтра тебе и тому подобным тебе, чтобы он не такого, чтобы не было, не давал. Он будет давать и другим, если ты будешь отдавать свой долг. Если доверие пропадет, я хочу сказать, между мусульманами, богатый, более состоятельный не будет давать деньги. И он скажет, зачем мне наживать врагов? Зачем мне наживать врагов, если я даю деньги, долг, и он мне не возвращает, да еще угрожает, да еще недовольный, да еще такое-то, такое-то. Откуда доверие тогда? Откуда доверие будет? Также богатые, они должны, баракаллаху фикум, как говорится, помогать друг другу, начиная со своей общины, дорогие верующие. Также бедные должны быть словодержащие. Не должны быть они фанатами, фантазерами какими-то. Они должны жить реально. Сможет ли он отдать этот долг? Сможет ли он? Нужно ли ему вообще брать? Когда ты берешь с банка долг деньги, что ты делаешь? В конце концов, банк у тебя забирает твое жилище, твою машину забирает, когда ты отдаешь долг. А брата мусульманина можно, да, обделывать, как говорится. Ты кушаешь, живешь наилучшим образом, да еще не отдаешь долг. Ты не забудь, пока у тебя есть возможность.
И ты, если не отдаешь долг, посланник Аллаха сказал, саллаллаху алейхи матлуль гании зульмун. То есть, имея возможность, если ты не отдаешь долг, то это является зульмом, притеснением твоего брата мусульманина, который дал тебе долг деньги без процентов, без харама. Без харама. Он дал тебе долг деньги, потому что в исламе говорится, если ты даешь своему брату мусульманин долг, пока это долг у него, этот долг как садака каждый день записывается. Как чего? Садака каждый день записывается, пока у него есть люди в долгу, этого богатого мусульманина. Он под проценты не дал. За что он дал? Получить награду. А ты будь верен в своих обещаниях. Не теряйте амана. Доверие не теряйте между собой, мусульмане. Из-за этого разрушается братство. Другие мусульмане не хотят, чтобы у них мусульмане, допустим, более состоятельные. Не хотят, чтобы мусульмане у них работали. Почему? Быть может, причина какая? Но не все же мусульмане такие дорогие верующие. Говорят, зачем я беру себе на голову проблему? Говорит, я беру мусульманина, он слова не держит. Значит, этот мусульманин должен быть наказан, если он свое слово не держит. Баракаллаху фикум. То есть, на работу брать мусульманина, тебе 2 раза садака будет. Если ты дал человеку работу, кто не имеет работу, ты сделал садака. Ты накормил его, и его семью ты накормил. А теперь, если мусульманина, тем более 2 раза умножение, ты накормил верующего, единобожника, дорогой верующий. Это, как говорится, зарплаты. Ты нашел для него работу. Поэтому мусульмане, тот, кто говорит «Ла иляха иллаллах», у него должны быть высшие цели. Поставить компанию. Он должен быть производителем. Он должен быть создающим. «Ла иляха иллаллах» – это высшее слово, да. И оно поднимает верующих выше. Аль-исламу я'ру ва ла ю'ля алейхи. Каида шар'ия, шариатское правило. Ислам должен быть наверху. И ты должен тоже быть наверху, дорогой верующий. Ты должен давать людям. Ты должен давать. Твоя рука должна быть дающая. Если сегодня ты не можешь, но у тебя должна быть цель, чтобы ты был дающим, но не берущим. Баракаллаху фикум. Аиша, радиаллаху анха, из ее нрава что было? Аиша, радиаллаху анха, она стеснялась давать сверху. Она давала снизу, чтобы не унижать кого? Берущего. Берущего, чтобы не унижать. Красила благовониями то, что она дает. Посланник, саллаллаху алейхи, обучил свою жену, чтобы не унижать бедных. А сегодня как делают некоторым бедным людям? Их выставляет фото. Вот эти бедные. Нет, не выставляйте, пожалуйста, фото бедных людей. Не унижайте бедных людей, пожалуйста, мусульмане. Не делайте такого. Сколько сегодня любят только рекламу. А если ты делаешь ради Аллаха, делай, старайся тайно. Да, посмотри, там аферисты есть или нет. Сколько через разных организаций, одна организация, допустим, как я знал, 20% берет. Вы что делаете? 20%? Это немало денег, 20%. Если $1 миллион, это $200 000. То есть эта организация живет только на благотворительные фонды, получается. Ла хауля ва ла куввата илля билля. Ла хауля ва ла куввата илля билля. Это большой процент, 5-я часть, дорогие верующие. Рассказывать про братство очень много у меня, как я сказал, в хадисе посланника, саллаллаху алейхи, говорится, аль-муслиму ахуль муслим. Мусульманин, брат мусульманина, он его не вредит. Устроился у него на работу, сохраняй его работу. Он тебя устроил, он тебе дал рекомендацию в какой-то работе, береги его имя. Он тоже там работает, береги его имя, береги рекомендации. Тот, кто написал тебе рекомендацию, чтобы ты устроился в университет какой-то, береги рекомендацию, иначе ты подводишь тех шейхов, которые тебе дали рекомендацию. Береги религию, иначе тот, кто тебя обучил этой религии, ты подводишь его, дорогой верующий. Ла яслиму, мусульмане не подводит мусульмане, то есть зулм не делают у него. Валя юслиму, не предает мусульманина. Если мусульманин в каком-то нужде, то он ему помогает, сказал посланник, саллаллаху алейхи. Ман фараджа ан муслимин, если у мусульманина какая-то беда, помоги ему, будь рядом с ним. И так дальше посланник, саллаллаху алейхи, сказал, и так Аллах ему поможет в судный день, если он помог мусульманину избавиться. Ман сатара муслиман. Сколько сегодня мусульман это нарушает? Какая-то ошибка в хутбате,
на уроки, раз, отрезают, вот смотрите, что он говорит. Ла хауля ва ла куввата илля билля. Посланник Аллаха говорит: ман сатара муслиман сатара Аллаху яумал кияма. Тот, кто покроет недостаток, ошибку, грех мусульманина, Аллах его недостаток, его грех скроет в судный день. А сегодня что делают, дорогие верующие? Это причина разрушения братства. Итак, второй хадис посланника, саллаллаху алейхи ва саллям: мусульманин, брат мусульманина, он его не предает. Он его не оставляет и не предает мусульманин. И он не считает его лживым мусульманином, не оставляет его без помощи, когда нужна была помощь. Ла ятруку нусрата. Не помогая, не оставляет он его, помогая хоть малой частью, сделает дуа за мусульман, дорогой верующий. Куллю муслими аль муслими харам. Каждый мусульманин для мусульманина харам, сказал посланник, саллаллаху алейхи ва саллям. Ирду ва малу ва даму. Сказал посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, честь мусульманина запрещена, его имущество, его кровь. Тот, кто объявляет себя главным всех мусульман или главным какой-то нации, не избрав, если мусульмане его не избрали, он посягает по шариатской политике, на религию мусульман, на честь мусульман, на кровь мусульман, сказал посланник, саллаллаху алейхи ва саллям. Итак, дорогие верующие, это фитна, делает человек фитну, как сказано в истории Умара радиллаху анху. Уберите этого человека, сказано. Ат-таква хуна, сказал посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, в этом хадисе, запрещенная честь, имущество, кровь мусульман. А если ты помогаешь в этом делать фитну, раскол, основы братья должны остаться братьями-мусульманами. Пока среди мусульман нету старших. Сколько сегодня мусульманских, как говорится, государств? Мусульманских. И они должны остаться братьями между собой, дорогие верующие. Если кто-то выйдет и скажет: я старше всех, тогда это глупец, самозванец. Он посягает на религию, на честь, на кровь мусульман, дорогие верующие. И сказал посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, ат-таква хуна. Богобоязненность, тут он сказал. Якфи. Посланник Аллаха что говорит? Достаточно человеку, имри именно шарри ан яхкир ахаху муслим. Достаточно зла для мусульманина, если он считает других мусульман ниже себя. Представляете? Поэтому как избирается среди мусульман старших, дорогие верующие? Главное, как избирается? По системе ислама. Достаточно зла от этих людей, представляете, разрушает братство. А братство — это вид поклонения в исламе, дорогие верующие. Итак, третий довод, дорогие верующие. Абу Муса передает хадис посланника, саллаллаху алейхи ва саллям: аль-му'мину лиль-му'мини каль-буньян. Верующий для верующего как строение, кирпичное строение. Видели, как строят сильно? Маша Аллах. Яшудду ба'ду ба'да. Они поддерживают друг друга, но не предают они друг друга, дорогие верующие. Посланник Аллаха ввел пальцы вот так друг другу и показал: верующий для верующего. Значит, если мы не поддерживаем таким образом, нас самих проблема — это разрушение братства, дорогие верующие. Окба бин Ами приводит четвертое, то, что разрушает братство. Аль-му'мин ахуль му'мин. Верующий брат верующего. Фаля яхиллу ли му'мина ан ябтаа аля бай ахи. Представляете, на 7-й километр заходим. И мусульмане стараются монополием заниматься между собой. Ла хауля ва ла куввата илля билля. То есть он не хочет, чтобы мусульманин заработал, как и он. Сахабы, радиллаху анху, когда они продали сегодня на кусок хлеба, отправлялись покупатели, отправляли: купи у моего брата другого. Отправляли, у него тоже такой же товар. Они делились даже покупателями. Ла хауля ва ла куввата илля билля. Ва ла яхтубу аля хитбати ахи хатта ядар. В хадисе Сахих Муслиме посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям: и не женись на девушке, которая помолвлена братом мусульманином. Разрушает братство в торговле, на базаре, на рынке. И также где? В женитьбе. Даже замужних женщин некоторые умудряются халяль себе сделать. Ля хауля ва ла куввата илля билля. Дальше, дорогие верующие, Сахих Муслиме. Поэтому через имама в мечети нужно спрашивать положение женщины или положение мужчин. Если понравилось кому-то, да, не надо сообщать всем, дорогие верующие. Не надо брать телефон у женщин, дорогие верующие. Харам, дорогие верующие, если она, как говорится, да, или замужняя, или помолвленная, или оставлена время, хочет муж вернуть ее обратно. Пятое. Посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, дает нам знак, что нарушает братство. Не завидуйте друг друга, когда брат мусульманин купил что-то халяльное, хорошее, сделай дуа за него. Не завидуйте и не отворачивайтесь.
И не добавляйте цены, чтобы другой брат, когда покупает, чтобы он больше заплатил. И также не презирайте друг друга, не отворачивайтесь друг от друга, сказал посланник, саллаллаху алейхи и сказал в конце хадиса Сахих Муслима: «Вакуну ибадаллахи ихвана». Будьте братьями, рабы Аллаха, он сказал. Хадис теперь 6, также что нарушает наше братство, дорогие верующие. Если ты не полюбишь себе, то есть если ты не полюбишь своему брату мусульманину то, что ты любишь себе, у тебя проблема с братством. У тебя проблема братством. Найди оправдание своему брату, дорогой верующий. Также 7, то, что нарушает братство: «Унсур ахака залиман ау мазлуман». Сказал посланник, саллаллаху алейхи: помоги своему брату мусульманину, притеснитель он или притесненный он. Помоги притеснителю остановиться, заблудший быть может. Дальше посланник, саллаллаху алейхи, сказал: «Тахджуру ау тамнау мин зульми фа инна далика наср». Хадис Бухари. То есть оставь его притеснителя, не следуй за притеснителем, не садись с ним. Даже мусульманин, да. Фа инна далика насра. И это является помощью, если ты оставляешь притеснителя. 8, дорогой верующий. 8. Абу Хурайра приводит хадис посланника, саллаллаху алейхи, право мусульманина над мусульманами. 5 прав, 5 обязанностей, дорогие верующие. Это что? Один из видов, когда мусульманин тебе даст саляма, скажи: «Ва алейкум ассалям». Ответь ему. Это право. Также, если мусульманин заболеет, посети его. Если умрет, присутствуя на джаназе, это фарду кифая, общим все хукмы. Ва иджабату да'ват. Если тебя пригласили, то пойди. Если чихнул мусульманин, скажи ему после его: «Альхамдулилля, ярхамакаллах». Хадис Бухари, Муслима. Если мусульманин попросит у тебя совета, дай ему правильный совет. 9, то, что нарушает наше братство, дорогие верующие. Теряется братство. Но Имам бин Башир приводит, что посланник Аллаха сказал: «Маталул муминин фи таваддихим». Просто я не могу все хадисы привести, мало времени, дорогие верующие. Хочу быстро успеть просто, дорогие верующие. Посланник Аллаха сказал: подобие братства верующих, чему подобие? Одному телу. Тело же переживает сам за себя. Наше же тело переживает, если где-то у нас что-то болит. Мы же переживаем, да. Мы не спим, переживаем, лечимся, как за себя, так же за умму. Дорогие верующие должны переживать. Хадис Бухари, Муслима. Также 10, то, что нарушает братство. Хадис длинный, опять сокращусь. Мусульманин, сказал посланник, саллаллаху алейхи, хадисе Бухари, Муслима, он брат мусульманин. Однако в конце хадиса он ему не вредит, мусульманин, своему брату мусульманин не вредит. И если мусульманин вала яштари ли банихи факиха, он не покупает своим детям фрукты, фаюхриджуна биха или сибьяни, он не выходит с фруктами или другими вещами своим детям, оставляя своих братьев мусульман. То есть будьте скромными, дорогие верующие, скрывайте некоторые не'маты, чтобы братья, как говорится, их сердца не разрушалось. Также у невежественных братьев, чтобы не было зависти, дорогие верующие, чтобы не было зависти. И они сами их не кормят. Абу Хурайра приводит, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи, говорит: 11, то, что нарушает братство, мы рассказываем. Доводы, подробные доводы есть, просто мало времени. Аль-му'мину мир'атуль му'мини. Верующий подобен чего? Зеркалу для другого верующего. Ты же прическу делаешь аккуратно убираешь, приводишь себя в порядок. Так за брата сделать такое же аккуратно. Приведите своего брата в порядок, не теряйте братство, дорогие верующие. Приведите братьев в порядок. 12, то, что нарушает братство, дорогие верующие. От Джабира приводится хадис также достоверно. Хадис. Если какой-то человек оставляет мусульманина, когда он нуждается в помощи, тогда не ждите от других мусульман помощи. Тогда не ждите от других мусульман помощи, дорогие верующие. Допустим, стал Афганистан, стал Шам, другие беды были у мусульман. А другие говорят: моя хата с краю, я ничего не знаю. Моя хата с краю, я ничего не знаю. И тогда жди, пока к тебе придет очередь. И оно приходит. Нарушает твою на самом-то деле честь. А честь твоего брата мусульманина, сестры мусульманки, такая же честь, как у тебя, дорогой верующий. Это Маджмау аз-Заваид приводится. 13, дорогой верующий. Если у верующего мусульманина перед ним унижает,
А сегодня не надо ходить по телевизору, видно. Открываешь телевизор, и все видно, показывают все. Перед тобой унижает верующих людей. Фалам янсурух, и он не помог ему. Ва кадирун, он может помочь. Быть может, дуа минимально. Быть может, дуа минимально. Ва кадирун аля янсурух, адаллах Аллаху аля рукусуль халаихи йом аль-кияма. Аллах его унизит перед всеми людьми в судный день, людьми и джиннами. В судный день Аллах его унизит, дорогие верующие. И это приводится имам Ахмад Табрани. Итак, дорогие верующие, права делятся на два вида. Есть хукукуль айния, есть телесные права, сами телесные права мусульман, и есть другие права, называются кифаия. Если одна группа это сделает, других это падает. Расскажем, иншалла, на втором хутбате. Акулу каули хаза, астагфирлах ли ва лакум, баракаллаху ли ва лакум фил Кур'ани ва сунна. الحمد لله له الحمد الحسن والثناء الجميل يقول الحق وهو يهدي السبيل. Дорогие верующие, из права мусульман, как мы сказали, как телесные айния, является что? Является братьями, мусульманами относиться хорошо, начиная с своих родственников, также своими соседями, также богобоязненными, также вассаляху валь-илм. Также, если ты видишь его праведным и знающим, с ним относиться. Также мы сказали, кифаия есть. Право мусульман, кифаия. Если одна группа это исполняет, других это падает. Эти 4 называются кифаия. Одна из них хукуку шахсия, личные. Как посланник Аллаха сказал, право мусульманами, его кровь, его имущество, его честь. Также второе, хукуку нусра. Мусульмане должны помочь мусульманам, дорогие верующие. Посланник, саллаллаху, как сообщал нам. И также, дорогие верующие, ваяндариджу, под это входит, у человека должна быть идеология. Любить мусульман, помогать им. Первое из них, самое важное, помощь им, когда им нужна. Ва адаму хузлани, не оставлять их. Второе. Третье, адаму таслими, не предавать их, дорогие верующие, врагам. Четвертое, адаму таслими лиль хакими тагияти залими, не предавать его кому? Тирану государству, быть может. Пятое, адаму таджассуси, не следить за мусульманами, дорогие верующие. Не говоря уже о положении или ученых, допустим, не следить за их недостатками. Шестое, адаму и'анат аль-мушрикин валь-куффари алейхи, не помогать многобожникам против мусульман, дорогие верующие. Теперь хукукуль кифаия, то, что я сказал, оно является первой из них, то есть, если одна группа это исполняет, других падает грех. Если не исполняет одна группа, то все будут грешные, дорогие верующие, большими грехами. В первую очередь, отвечать на салам. Второе, дорогие верующие, это посещать больного. Третье, если чихнул мусульманин, говорить за него, ярхамакаллах. И также четвертое, посещать, когда он приглашает, допустим, на свадьбу и тому подобное, если он приглашает. Если там нет харама, если не присутствует харама. Пятое, присутствует на джаназате. Шестое, молиться за него. Также та'зиету, также сделать ему, как говорится, соболезнование. Восьмое, тахниату бил афрахи, поздравлять его свадьбой и тому подобное. Девятое, умуавсату фил атрахи, также быть сочувствующим во время трудностей. И также 10-е, делать ему насиха мусульманам. Аль-исляха байна мутахасимайн. 11-е, из прав мусульман, примирять мусульман, дорогие верующие. Теперь такафур валь-муасат. У мусульман должно быть что? Сочувствие должно быть, солидарность должно быть. Такафур муасат. Якуна бильмали. Как это должно быть? Имуществом. Вассуаля аль-халя. Спрашивай его положение. Как ты чувствуешь? Как состояние? Что-то надо? Дуа за него. Также быть бдительным по положению мусульман. Ауля муслимина, самый первый, кто заслуживает внимания, самый первый, аль-акариб, родственники его. Некоторые начинают не своих родственников, а со стороны жены, говорится, да? Со стороны жены, потому что жена больше влияет, оказывается. Со стороны жены, а жена, оказывается, больше влияет. Своих родственников начинай, когда ты начинаешь, баракаллаху фик, помогать. Да, хорошо со стороны жены, это нужно, это тоже нужно помогать, баракаллаху фикум, но со своих родственников начинается, баракаллаху фикум, акари.
аль-джиран, соседи свои, аль-айтам аль-арамиль, третий, сироты и вдовы, четвертое, фукара аль-масакин, бедные и нуждающиеся, пятый, аль-уляма ва туляб аль-илм, требующие знаний ученые. Итак, на каждое это я приводу доводы, однако на этом остановимся, иншаллах, дорогие верующие. Просим Аллаха Субхану ва Тааля, чтобы мы были из тех, кто понимает ислам правильно. Просим Аллаха Субхану ва Тааля, чтобы мы были из тех, кто возвращает братство. Это право среди мусульман, дорогие верующие. Просим Аллаха Субхану ва Тааля, чтобы Аллах помог этой религии. Просим Аллаха Субхану ва Тааля, чтобы Аллах помиловал нас, простил нас за наше упущение. Просим Аллаха Субхану ва Тааля, чтобы Аллах поднял эту умму выше всего, дорогие верующие. Просим Аллаха Субхану ва Тааля защитить эту умму, дорогие верующие, от притеснения. Просим Аллаха Субхану ва Тааля даровать нам райские сады вместе с пророком, саллаллаху, чтобы мы были. Аллахума амин. Аллахума рудда уммата илейка раддан джамиля. اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي والذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أنت أخي بالسلام.